На этой неделе, 6 мая, мы будем праздновать День великомученика Георгия, покровителя Алании. Я хочу сказать несколько слов о нем. На иконе Георгия Победоносца мы видим человека, у которого оказалось мужество и смелость сразиться со злом. Сразиться не только ради себя самого, но ради чего-то большего, чем он сам, и сразиться с ним лицом к лицу, зная, что это может стоить ему жизни. Святой Георгий изображается в виде бесстрашного рыцаря, бьющегося с драконом, а у ворот дворца стоит девушка, которую он хочет спасти и которая ждет либо его победы, либо своего позора и смерти. В каждом из нас есть нечто, символом чего могла бы быть эта чистая девушка. Наше целомудрие, наша чистота и честность, ахдау шарм, наваждан зинат и столько других вещей, которые делают нас родными великому Богу. И против всего этого ополчаются силы зла, как дракон на иконе, готовые растерзать эту красоту, так, чтобы не осталось ничего, кроме смерти, разрушения и поражения, не только нас самих, но и Бога. Но в каждом из нас есть и величие, и щедрость души, высокий дух рыцарства, который может быть поднят на борьбу за все то, что чисто, что благородно, за все великое. И ради красоты этих свойств, но одновременно и ради Бога, которому эта красота принадлежит, как принадлежит невеста возлюбленному и чистому жениху. И этот образ святого Георгия в Аштарджи – это призыв, обращенный ко всем нам. Зло распространилось повсюду. Оно не только рыщет вокруг нас, оно таится и в нас самих, стараясь побороть всю эту красоту и цельность. И мы призваны вступить в бой и бороться для того, чтобы зло было побеждено. И не только ради нас самих, и не только ради Бога, но ради всякого, кого это зло отравляет и разрушает. Всмотримся же в течение этой недели в эту икону, если у нас ее нет, то хотя бы мысленно, и поставим себе вопрос, что в нас есть такого, что стоит у дверей царских палат, у врат Царствия Божия, готовое войти в него, если только оно будет освобождено от оков, в которые зло заключило его, если только оно будет спасено от гибели, куда зло пытается ввергнуть его. Вглядимся также и в зло, которое пребывает в нас, и примем вызов, как его принял рыцарь святой Георгий. И будет ли нам это стоить жизни, или это будет стоить злу поражением, выйдем на арену, вступим в бой, и пусть все прекрасное, великое и благородное будет в нас защищено, спасено, освобождено и вступит во дворец, в царство живого Бога, который ждет нас с такой любовью, с такой верой в нас и с такой непоколебимой надеждой. Аминь.